إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, после этого наша проповедь сегодня Фадаилю Шахр Ша'бан, достоинство месяца Ша'бана. Мы рассказывали вам до этого тоже в прошлом году. Опять повторяется каждый раз наша жизнь, повторяется, дорогие верующие. История повторяется, месяца повторяются, дорогие верующие. Альхамдулилля. Мы знаем, что дни чередуются так же, дорогие верующие, как Аллах в Коране сказал: «Тилькаль айяму нудавилюха байнан нас». Это дни чередуются между людьми, как государство чередуется между людьми. Если государство будет несправедливое, то они уходят. Их незакат бывает ближе, чем больше несправедливое государство. Чем больше несправедливое государство, закат ближе становится государство, дорогие верующие. Аллах нам сообщает об этом в Коране. Когда люди справедливые, даже если они неверующие, сказал шейхуль ислам, если даже неверующие, но несправедливые, не причиняют вреда, зла не причиняют, тогда они будут стоять на ногах, государство сохранится. Даже если они будут мусульманами, но они несправедливые, не правят они справедливостью, тогда это государство исчезнет, дорогие верующие. К закату будет ближе. Итак, дорогие верующие, месяц Ша'бан чередуется, смотрите, месяца чередуются каждый раз. Аллах Субхану ва Та'аля не сделал так, чтобы один месяц был похож на другого. Сделал Аллах месяца разными. Как людей Аллах сделал разными. Альхамдулилля, красота. Творение Аллаха Субхану ва Та'аля. Аллах создал разных людей. И разных народов Аллах создал. Как разные страны, как разные цветы, как разные краски. Красиво бывает, когда разные бывают. Если всего лишь один был, как говорится, цвет, или один народ, люди устали бы. И также месяца, дорогие верующие. Аллах проявил к нам милость, послал нам месяц Ша'бан. Послал нам месяц Ша'бан. Но в месяце Ша'бан есть свои ритуалы, свои виды, как говорится, поклонения правильные. Нельзя чрезмерствовать, дорогие верующие. Нельзя от себя сочинять что-то. Это создание Аллаха, месяц Ша'бан. Аллах его создал, как создал тебя из такого-то народа. Это не твоя заслуга, что ты из такого-то народа. А это заслуга Аллаха Субхану ва Та'аля. Твоя заслуга выбрать между злом и добром. Твоя заслуга выбрать между добром и злом. Твоя заслуга выбрать правильный путь, между ложью и истиной узнать. Твоя заслуга. Ты же должен искать правильный путь. Аллах тебе поставил между добром и злом выбором. Аллах тебя поставил, а ты должен выбрать. А твой разум где? А твои знания где? Откуда ты должен получать знания? От Аллаха Субхану ва Та'аля. Аллах сказал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям в пещере Хира, Джабаль Нур. Сейчас там сделали музей, альхамдулилля, Матхафуль Куран называется, Матхафуль Вахи. То есть музей откровения. Очень красивый музей, очень красивое представление, как это происходило. Аллах сказал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: «Икра», читай. И дальше эти аяты посмотрите сами, толкования Саади и другие толкования сегодня, переводы есть, Ибн Кафира и другие переводы есть, дорогие верующие. Аллах сказал пророку Мухаммаду: читай, икра, читай. Саллаллаху алейхи ва саллям прочитал третий раз уже, когда ему сказал ангел Джибриль. Аллах сказал ангелу Джибрилю, Джибриль сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям: читай, просвещайся. Если не будешь читать, если не будешь учиться, ты будешь кем? А именно, что нужно читать? Самое лучшее. Коран.
Речь Аллаха самая лучшая, дорогой верующий. Затем сунна посланника, саллаллаху алейхи, идет. Если ты не будешь читать Коран и сунну посланника, саллаллаху алейхи, откуда ты поймешь религию? Откуда ты поймешь откровение? Слова Аллаха, откуда ты поймешь? Ты начинаешь философствовать от себя, когда ты уходишь от Корана и сунны. Ты философствуешь, будь осторожен. Философия твоя, это твоя философия. Как Аллах Субхану ва Та'аля великий, Аллах Субхану ва Та'аля почтенный, Его величие великое, Аллах Субхану ва Та'аля, также сравнение, Его речь, дорогой верующий, великая. Твоя речь, твоя философия слабая. Создатель, у него речь, его красивые слова, Коран. Затем посланника, саллаллаху алейхи, слова. Читай, размышляй, учись, развивайся. И он нам говорит, Аллах Субхану ва Та'аля, что он создал месяца. Он создал время, Аллах. Ни ты, ни я, не философствуй, пожалуйста. Месяц Шаабан, об этом говорится, дорогие верующие. Побойтесь Аллаха, иттакуллаха джалля ва аля, дорогие верующие, насчет религии Аллаха, насчет творения Аллаха. Ва ати'у, подчиняйтесь Аллаху, дорогие верующие. Тамассаку биль ислам, держитесь за ислам крепко, поистину он является урватул вусқа. Сильная вера является ислам, дорогой верующий. Тот, кто проявляет терпение в исламе, он становится стойким в других проблемах, дорогой верующий. И самое великое счастье будет тот, кто проявил терпение в исламе, умирал в исламе. Аллах в Коране сказал: «Ватазаваду фа инна хайра зади таква, ваттакун я улил альбаб». «Ватазаваду», запасайтесь провизием, говорит Аллах. Какое провизия? Фа инна хайра зади таква. Самая лучшая провизия, Аллах говорит, богобоязненность. То есть послушность Аллаха. Слушайся Аллаха, оставляй то, что Аллах сказал запретное. Это и есть богобоязненность. Вот такуни я улил альбаб. Субханаллах, что говорит нам Аллах? Бойтесь меня, говорит Аллах. Кому? Кому обращается? Обладателям разума. У кого нету разума, тот не боится Аллаха. У него есть ум, он может быть умным, но не разумным. Аллах говорит в своих словах. Не каждый умный, разумный, но разумные умные. Сура Аль-Бакара, 197 аяте. Видите, не сочиняем, приводим только тексты. Итак, дорогие верующие, месяц Шаабан, и как другие месяца, является и созданием Аллаха, как мы сказали. Обязательно мусульманин должен, что он должен? Исполнять свои обязанности в Шаабане, как он исполнял в других месяцах. Свои обязанности, как и сунны намазы, и как сунны действия, дорогие верующие. Мусульманин должен практиковать покорность Аллаху в месяц Шаабане, как и в других месяцах. Оберегать свое тело от харамного. От всего запретного должен мусульманин себя оберегать. Мусульманин должен себя оберегать от преступлений. Не дружить с преступниками. Не сидеть с преступниками. Да, бывает, нечаянно ты сел, нечаянно проходил. Такое бывает, бывает. Или ты призываешь этого преступника, чтобы он изменился, чтобы он стал лучшим. Или ты дружишь с ними, чтобы он изменился. Ты его призываешь, чтобы он стал лучшим, чтобы он оставил преступление, запретное оставил. Это называется призыв к одобряемому. И Аллах говорит в Коране: «Фастакиму илейхи вастахфиру». То есть, станьте на прямой путь к Аллаху Субхану ва Та'аля и просите у Аллаха прощения, только Он прощает, дорогие верующие. Месяц Шаабан, Аллах Субхану ва Та'аля его выделил особенностью своими. Фаямбаги аль-му'мин, следует для верующего человека, аньякуна мусариан илей, спешить там больше сделать покорности Аллаху. Праведники наши когда-то месяц Шаабан больше читали Коран месяц Шаабан, больше делали зикры, больше постились, больше праведных дел они делали. Для чего они этого делали, наши праведники? Я имею в виду сподвижники, табиины, табиины. Я не говорю сейчас поколение, хорошо? Сейчас есть праведники, есть, но мало, нехватка. Народа много, миллиарды, может быть, больше мусульман, но нехватка среди нас праведных людей. Потому что народ больше стало, людей больше стало. Раньше было мало, но их большинство было праведников.
Теперь, баракаллаху фикум, что они делали, мы сказали, читали Коран, постились, готовились они на Рамадан. На Рамадан, как ты готовишься до фард намаза, 2 раката сунна ты делаешь, дуа ты делаешь до фард намаза, зикр ты делаешь, читаешь Коран, готовишься на фард намаз. Некоторые сидят в телефонах наоборот. Итак, дорогие верующие, посланник Аллаха сказал в хадисе Бухари, Муслима: у нас очень мало времени, дорогие верующие, очень мало времени. Люди умирают. Каждый раз слышно, близкие, родственники, знакомые умирают, погибают, уходят люди. Мало времени, валлахи. Итак, дорогой верующий, в хадисе Бухари, Муслима приводит Аиша, ради Аллаху анха. Она сказала: «Кана Расулуллахи саллаллаху салям ясуму хатта накула ла юфтир». Он постился месяц Шаабан до такой степени много, как будто мы думали, что он вообще не постится. То есть, что он как будто вообще не кушает месяц Шаабан. Ла юфтир. Уюфтиру хатта накул. И он кушает месяц Шаабан, как будто он полностью месяц Шаабан постится. А это имеется в виду что? Слово Аиши, ради Аллаху анха, посланник Аллаха постился большинство месяцев Шаабана. То есть, получается, через день, может быть, постился. Итак, баракаллаху фикум. Фама раайту Расулуллахи саллаллаху салям истакмала сияма шахри илля Рамадан. И Аиша говорит: я не видела, как посланник саллаллаху салям постился полный месяц, кроме как Рамадана. То есть Шаабан, он не постился полный месяц, как некоторые думают, что это является сунна поститься полный месяц. То есть некоторые праведники делали этого, делали. Но из пути пророка это есть? Нет, не из пути посланника, саллаллаху салям. Ты можешь поститься через день, это и лучше, баракаллаху фикум. Итак, посланник Аллаха постился только целый месяц, это Рамадан, сказала Аиша. «Вама раиту актар сияма минхум фи Шаабан». Я видела, что он постился именно месяц Шаабан. В риваяте, в другом версии говорится, в хадисе: «Лам якун набию саллаллаху салям ясуму шахран актара минху мина Шаабан». И как месяц Шаабан, в других месяцах он не постился, сказала Аиша. «Фаиннаху кан ясуму куллу». То есть большинство этого месяца постился посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказала Аиша, саллаллаху алейхи ва саллям. Скажите, дорогие верующие. В другом версии сказано в хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям: «Кана махмулатун аль-аксар валь-му'азам». То есть это имеется в виду на большинство месяца Шаабан, значит он постился. В риваяте Муслима приводится: «Кана саллаллаху саллям ясуму Шаабан илля калиля». Он постился мало из месяца Шаабана. Имам Ибн Раджаб сказал: «Инна сияму Шаабан афдалу мин саири шухур». Имам Ибн Раджаб аль-Хамбали, он говорит, месяц Шаабан лучше постов, то есть поститься в этот месяц, чем другие месяца. То есть большинство поститесь, если желаете, баракаллаху фикум. Уюксаду бидалика сомуль мутлак, имеется в виду абсолютные посты. وقال الصنعاني, сказал ученый Санаани из Йемена, рахматуллах алейх: وفيه دليل أنه صلى الله عليه وسلم يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره. Тут довод, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, проявлял особенность месяца Шаабану, постился много, чем другие месяца, сказал имам Санаани. Итак, надо спешить. «Бадиру фи хада шахри иля ма юкаррибукум иль мауля». Спешите, чтобы вас Аллах приблизил к себе через виду поклонений. Итак, дорогой верующий, фауа шахрун фадилун, это месяц достоинства. Это месяц чего? Достойный месяц. И так его называли некоторые праведники, юсамма салафу шахруль курраи. Чтецов Корана месяц называли месяц Шаабана, потому что они много читали Коран месяц Шаабан. Ликасрати мураджаатим лил Коран аль Карим, потому что они много читали Коран именно месяц Шаабан. Ванкитаим литилавати, они отдалялись от дуньи, больше проявляли внимание Корану. Вальтизамум бимуахадати валиктар мин кираати истиададан ли киям Рамадан. Они готовились таким образом, наши праведники, к месяцу Рамадана. Представляете, как они готовились, дорогие верующие. Ва мусараатуль мусараа. Спешите и спешите, дорогие верующие, ли'амари гада шахр Шаабан, чтобы выставить этот месяц поклонениями. Баракаллаху фикум. Итак, поклонением бил курбат. Итак, дорогой верующий, имам Ахмад и Насаи приводит от Усама бин Зайда хадис посланника, саллаллаху алейхи ва саллям: «Каля культу я Расулуллах», говорит Усама бин Зайд, о посланник Аллаха, он сказал:
Лима арака тасуму мина шахри мина шугури ма тасум мина шабан. Я не видел тебя, как ты постишься в других месяцах, как месяц Шабан, я Расулуллах, говорит Усама бин Заид. Посланник Аллаха отвечает, смотрите как. Валика шахрун. Этот месяц, яхфалун насу ан. Многие беспечны насчет месяца Шабана. Байна Раджаб ва Рамадан. Он находится, этот месяц, между Рамаданом и Раджабом. Прошлый месяц был Раджаб, а сейчас будет после Шабана Рамадан будет. Вова шахрун турфау фихи а'малу иля раббил аламин. Этот месяц, в год то, что мы сделали из наших деяний, добрых наших дел, собирают ангелы и поднимают эти деяния к Аллаху. Иля раббил аламин. Поднимает куда? К Аллаху. В хадисе посланника саллаллаху указывает, что Аллах субхану ва тааля над нами, над творениями, дорогие верующие. Вова шахрун турфау фил а'малу иля раббил аламин. Фухиб. А я люблю, говорит. Я люблю, как он учит, смотрите. Идеология зашла, правильное поведение зашла. Готовься уже год на Шабан. На Шабан готовься, что твои дела соберут ангелы и поднимут их к Аллаху. Фухиб ан юрфа амали ва ана саим. Я хочу, чтобы Аллах забрал мои деяния, будучи я постящимся. Как посланник Аллаха сказал, каждую неделю Аллах собирает деяния. Ангелы собирает. Понедельник и четверг он постится, потому что в понедельник и четверг Аллах собирает деяния и забирает к себе эти 2 дня. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, постился эти 2 дня. А пост это поклонение с утра до вечера. С утра до вечера поклонение человека. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, учил нас лучшим видом поведения, дорогие верующие. Приводит этот хадис имам Ахмад, Насай, хороший хадис, сказали ученые. Итак, дорогие верующие, имам Ибн Раджаб сказал, «Аннаху шахрун яхфалу насу ан». Люди беспечны насчет этого месяца. Люди не знают, беспечны. Есть незнающие, есть проявляющие беспечность. Забывают, что ты создан для того, чтобы служить одному Аллаху. Покоряться одному Аллаху, поклоняться одному Аллаху. Главная наша миссия на этой земле. Главная работа, то, что мы должны сделать, мы забываем. Да, мы должны друг другу напоминать. Поэтому является пятница напоминанием, дорогие верующие. Мы напоминаем друг другу. Альхамдулилля. Итак, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что сказал, объясняет нам Ибн Раджаб аль-Хамбали. Этот месяц, который беспечны люди. Юширу иля аннаху ламмак танафаху шахрани азимани. То есть он находится месяц Шабан между великими месяцами. Запретный месяц Раджаб, месяц Рамадан и Шабан между ними. Итак, вашару сиями иштагала насу бихима фасара махфулан. И некоторые, вашару сиям, месяц поста, извиняюсь, я тут перешел, ашару харам, месяц Раджаб, шару харам, вашару сиям, месяц Рамадана, иштагала насу бихима фасара махфулан. Люди заняты Раджабом, люди заняты Рамаданом, и люди забывают Шабан. И поэтому, говорит Ибн Раджаб аль-Хамбали, не будьте беспечными, имеет в виду Ибн Раджаб аль-Хамбали. Проявляйте внимание больше месяц Шабана, также баракаллаху фикум. Итак, он сказал, фаяштаглю насу биль машгули анху. Да, они заняты Рамаданом, может быть, готовятся. Некоторые готовились, салафы готовились, как, смотрите. Сегодня, как некоторые готовятся, как другие готовились. Праведники наши. Праведники готовились к поклонениям. Сегодня некоторые готовятся с запасами на еду. Запасами на еду. Затраты. Просто Египет, если посмотреть, обычные месяца, если тратят они 100, то месяц Рамадан тратят они 300. Это исраф. Зачем такое делать, баракаллаху фикум? Я понимаю, кормить постящихся людей. Это доброе дело. Это хорошее дело. Человек получает те награды, как того, кого он кормит. Но однако, делать дома такие исрафы, затраты, это неправильно, дорогие верующие. Мы должны, наоборот, готовиться поклонениями. Фадилату малейса бимашхурин индахум. Люди заняты то, что не является более достойным, чем месяц Шабан, имеет в виду ай Шабан. Ама маварада фи муснади, то, что приводится в муснади Абу Дауды, Насаи, сборники. Изан тасафа Шабан, фала тасуму. Если до половины месяца Шабан доходит,
месяц, не поститесь, то, что было сказано в хадисе, то большинство ученых сказали, этот хадис является слабым, даиф. Иннаху мункар иснад валь матни. Сам мат слабый, мат имеется текст слабый, и также передатчики слабые, не принимается баракаллаху фикум поклонение. Из интасафа, если половина шабан доходит, не поститесь, то, что сказано, якобы посланник Аллаха сказал, это слабо, не берется. Однако те, кто сказали это достоверно, они его значение переводят. Если у тебя не было обычаев в постах, через день поститься, допустим, или понедельник, четверг, допустим. Тебе не запрещено постись, пожалуйста. Понедельник, четверг постись, через день постись. Итак, и те, которые сказали более достоверность этого значения, они сказали, после нусу шабан, после половины шабана не постись, они говорят, нежелательность. Для чего? Чтобы у тебя было тело уже заряжено на Рамадан, чтобы ты был сильнее, то есть энергия, сила, чтобы у тебя была, чтобы поститься. Касдан лихтият, это имеется на всякий случай на Рамадан. Если ты едешь на машине, допустим, у тебя батарея, да, электромобиль, у тебя мало заряда осталось, ты не доедешь до определенного точки. Ты должен сохранить себе энергию. И так сохранить свою энергию имеет в виду для Рамадана. Некоторые делают, что нововведение еще месяц Шабан. Когда доходит до половины Шабана, постятся, тахаджуд встают, начинают виды поклонений именно 15-ю, как говорится, ночь, половина ночи Шабана. Это нововведение выделяют таким образом, дорогие верующие. Как ученые нам выделили это. И мукаррати сунна то, что пришло, если у тебя не было обычая поститься, понедельник, четверг или через день, как мы сказали, до Рамадана не постись, дорогой верующий. До Рамадана не постись. Один день или 2 дня до Рамадана поститься запрещается, пришел запрет. Посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху алейхи, хадис Бухари, Муслима, ла тукаддиму Рамадана бисаумин ау йомин ау йомейни. Не постись день или 2 дня раньше, чтобы у тебя была сила на Рамадан. Илля раджулюн сказано в хадисе, кан ясуму сауман фальясуму. Если человек не постился до этого, понедельник, четверг или через день. Итак, Аммар бин Ясир сказал насчет этого Шабана. Ман сама льома лади юшакку фихи факад аса абл Касим. Тот, кто постился день сомнений, завтра Рамадан или нет, не постись, говорит. Он ослушался посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто постится. Этот хадис приводит Абу Дауд и Тирмизи. И также знаете, вы должны выполнять свои виды поклонений. То есть сезон называется, да, поклонений, Шабан. И воспользуйтесь этим сезоном, как Аллах в Коране сказал, Али Имране, сурате 113 аяте. «Васарю иля махфирати ми роббикум ва джаннатин арду ас-самават ва ард уиддат лил муттакин». Спешите, Аллах сказал, спешите, спешите, соревнуйтесь прощению вашего Господа, и также краю, ширина этого рая охватывает небеса и земли. Оно приготовлено, этот рай, только для богобоязненных людей, но не для нечестивцев, не ослушников. Итак, в другом аяте сурат Аль-Хашри Аллах сказал, «Я юалладина аману аттакуллаха валь танзу нафсу ма каддамат лигад, ваттакуллаха инна Аллаха хабирун бима та'малун». Сурат Аль-Хашри Аллах говорит, о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть каждая душа посмотрит, что она приготовила на завтра. Бойтесь Аллаха, поистине Аллах является все знающим в том, чем вы делаете. Правильно вы делаете или нет? Ради Аллаха вы делаете или нет? И на пути посланника, саллаллаху алейхи, вы этого делаете или нет? Аллах смотрит, бима та'малун, Аллах знающий. Поэтому, дорогие верующие, будьте осторожны и спешите. Вафакани Аллаху ва иякум лил амали салих. И прошу Аллаха субхану ва та'аля мне и вам удачи для праведных дел. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل.
Дорогие верующие, посланник Аллаха также сказал, в многих хадисах приводится, когда заходит половина Шаабана месяца, Аллах прощает своим рабам все грехи. Представляете? Все грехи своим рабам, кроме двух. Кроме двух рабов, это кто? Это имеется в виду, как хадис имама Ахмада и другие передает этот хадис в источниках. Это мушрик, многобожник, тот, кто делает многобожие с Аллахом. И также два человека, кто поссорились между собой, кто имеет вражду, ссору между собой. Пока они не примирятся между собой, Аллах скажет, оставьте их в стороне, пока они сами не примирятся. Представляете, сегодня между двумя мусульманами, двумя группами, двумя государствами мусульман ссоры есть. Как Аллах их простит? Аллах не примет ни поклонения, ни фарду, ни сунны не примет. Аллах. Ни фарды, ни сунны не примет Аллах. Сделайте так, чтобы Аллах принял поклонение, дорогие верующие. Поэтому, когда заходит Нусфу Шаабан, Аллах собирает годовые деяния и забирает к себе. Но этих двоих не забирает Аллах Субхану ва Тааля. Мушрика, многобожника, также, кто поссорился со своим братом. Вот тахсису лейлити нусф, а особенность проявлять этой ночи, Нусфу Шаабан, это является нововведением, как некоторые выставляют намазы, некоторые постятся, как мы сказали только что, дорогие верующие. Нету на это довода от посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Баль анкару каthиру мин алимали мухаккикин. Многие ученые это порицали. Васарраху бибид'ияти. Сказали они, это искажение нашей религии. Итак, дорогой верующий, посланник Аллаха сказал, инна Аллаха азза ва джалла яттали'у фи лейлити нусфи мин аш-Ша'бан. Аллах Субхану ва Тааля смотрит половину ночи Шаабана. Смотрит Аллах Субхану ва Тааля, когда доходит половина ночи Шаабана, имеется в виду месяц, половина дня. На своих рабов Аллах смотрит. Аллах прощает всем, кроме многобожнику и поссорившимся. Это хадис, дорогие верующие, достоверный, как мы сказали. Аллахумма иззаль ислам валь муслимин. Аллахумма ман арада аль муслимина бисуин фашхилху фи нафси. اللهم من أراد بالمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره اللهم اجعل تدبيره في تدبيره. О Аллах, сделай козни против тех, кто строит козни против верующих людей. О Аллах, сделай козни, тот, кто строит козни против верующих и против них самих. Аллаху баллигна валь муслимин Рамадан. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيها يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لأعمال أوقاتنا بطاعتك وتقرب إلى مرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين من يخافك ويتقيك. اللهم ول على المسلمين من يخافك ويتقيك. اللهم اكفيهم شرارهم. اللهم اكفيهم شرارهم. اللهم فرج هم المسلمين. اللهم فرج هم المسلمين. اللهم نفس كرباتهم. اللهم أعن فقراءهم. اللهم أعن فقراءهم. اللهم اغن فقراءهم. اللهم اشف مرضاهم ومرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم حقق الأمن والأمان في ديار المسلمين. اللهم من على المسلمين في ديار بالأمن والسلام والرخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد. أنت أقم الصلاة.